Хароге вновь беспокойство. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что опять произошло и почему правительство не может отстать от населения. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Правоохранительные органы Таджикистана сообщают, что 11 июня в Горно-Бадахшанской автономной области Гбао были задержаны 3 местных лидеров. Национальное информационное агентство Хавар опубликовало сообщение Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в Гбао о том, что 11 июня 2022 года в результате проведения спецоперации задержаны и помещены под стражу лидеры организованных преступных группировок города Харог Айомбеков Талиб, Шанбиев, Мунавар и Гулабов Ниёзшо. В сообщении говорится, что все 3 причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, хулиганство, грабеж, контрабанда и незаконный оборот наркотических средств, оружия, боеприпасов и драгоценных камней, создание преступного сообщества, бандитизм, массовые беспорядки, возбуждение местнической розни. Ранее источник сообщил, что в махалле хлебзавод Харога была слышна стрельба, силовики заблокировали дорогу к этой махалле. Имена Талиба Айомбекова, Ниёзшо Гулабова и Мунавара Шанбиева фигурируют в официальных документах органов безопасности Таджикистана с 2012 года после убийства Абдулло Назарова, главы управления национальной безопасности в Бадахшане, и беспорядков в этом году. В этих документах говорится, что к беспорядкам в том году в Гбао были причастны Талиб Айомбеков, Мунавар Шанбиев и Ниёзшо Гулабов, а один из них причастен к убийству Абдулло Назарова. Мнение родственников задержанных недоступно из-за отсутствия телефонной и интернет-связи в Гбао. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ситуация в Гбао остается сложной с 25 ноября 2021 года, когда в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рожскалинского района Гбао был убит местный житель Гулбидин Зиёбеков. Протесты 16 мая также были вызваны требованием привлечь к ответственности тех, кто, по словам жителей, без всякой вины убили Зиёбекова и остались без наказания. Власти же утверждают, что Зиёбеков совершил ряд тяжких преступлений, в том числе захват заложника и разжигание вражды на почве мясничества. И он был убит после того, как оказал сопротивление при задержании. 17 мая жители Харога, после того, как власти их требования проигнорировали, снова вышли на улицы. Власти применили против них спецсредства: резиновые пули и слезоточивый газ. По официальным данным, в тот день был убит житель Харога и ранены 3 сотрудников милиции. Местные жители говорят, что ранения получили несколько участников протеста. На следующий день МВД Таджикистана заявило, что проводит антитеррористическую операцию, так как организованные преступные группы, состоящие из 200 человек с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе-Харог и дорогу на пограничную комендатуру. В ходе операции силовиков десятки человек были убиты, более 100 участников акции протеста задержаны. Власти Таджикистана заявляют, что акции протеста были незаконными и что демонстранты были членами незаконных группировок, которые, по их данным, получали денежные средства из-за границы и инструкции по дестабилизации обстановки в стране. Местные жители заявляют, что вышли на улицу для защиты своих прав, поскольку уже несколько месяцев находятся под жестким давлением со стороны властей. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, действительно ли эти 3 людей виноваты в том, чем их обвиняют? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Возможно, вы знаете, как обстоит ситуация в Гбао. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.